ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Мэр Ухты Александр Бусарев встретился с жителями поселка Ярига. В начале встречи градоначальник поделился планами на будущее населенного пункта. Первая тема – решение традиционной для России проблемы – ремонт дорог. Яригцам, можно сказать, повезло. В этом году им выстроят заново асфальт на 4 улицах. Часть средств затратит крупное нефтяное предприятие. Другую оплатит администрация. Та же схема со строительством жилья. Тоже принято решение совместно с Лукойлом в этом году. Мы строим на Яриге один дом, начинаем строить, успеем, не успеем, это другой вопрос. Значит, строить мы будем этот дом совместно с Лукойлом на паритетных основах. 45 миллионов будет из бюджета Лукойла, 50 из бюджета города. Но только большой радости эти новости местным не доставили. Помимо поселковых дорог и новостроя еще масса проблем. Новое предприятие планирует возить через них хлор. Это, мягко говоря, небезопасно. По словам депутата Яригского округа, химикат будут принимать в поселке железнодорожного тупика, даже толком не оборудовав место работ. В поселке Ярига по улице Лермонтова 1 их осенило, что на этот тупик можно принимать хлор. Построили вот этот синий ангар, покрытый жестью. Сделали, заказали ужевский проект, прошли какую-то частную экспертизу негосударственную и решили, что они его будут принимать. То, что первые вопросы, когда мы подняли, и стал вопрос сразу, что не возить через поселок, а сделать объездной через плотину или куда-то, нас этот ответ все равно не устраивает. Поселок хлор принимать нельзя. И это, по мнению народного избранника, далеко не все. Больницы закрыты и не ремонтируются, в школе несколько кабинетов попросту тонут, а подрядчики нефтяников разбивают большегрузами дачные дороги. Некоторые из этих проблем мэр Александр Бусарев пообещал решить или хотя бы попытаться. Но на некоторые вопросы жителей откровенно признался – пока ничего не изменится. Например, на улице Советской тротуаров в 2016-м можно не ждать. Почему ответил же он, что тротуаров в этом году не будет? Вот, отвечаю. На следующий год в общей сложности, если мы с вами сделаем то, что сделали сейчас, и получим 90 миллионов, как мы договаривались с Лукойлом, тогда будем эту часть тротуаров восстанавливать. Повлияет ли эта встреча на реальное течение дел, покажет только время. Но после ответов у жителей не стало меньше вопросов. Несколько раз из зала доносилось, что градоначальники у нас меняются слишком часто. Так что яригцам остается только надеяться на лучшее и верить, что коренной ухтинец Александр Бусарев все же не обманет их ожиданий.